Добрый день! Сегодня у нас в гостях Людмила Степановна. Добро пожаловать, Людмила Степановна. У меня есть к вам несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Так получилось, что едва родившись, я уже стала репрессированной по национальному признаку, потому как моя мама была немка. С этого все началось. Очень трудно было до 1956 года, а в 1956 вроде бы стало немножко смягчаться. Но все равно перегибы в районах были. Но прошло, детство закончилось. Потом я смогла выучиться в техникуме, потом работала в разных местах, но потом в 41-м комплексе завода КДА, секретный комплекс, мы выпускали хорошие такие ракеты. Вот. Но отличительной чертой моей жизни было всегда участие в общественной жизни, в профсоюзе. Но так получилось потом и в партийной жизни. Я была членом бюро горкома партии, и последний раз Дьяченко был у нас. Вот. Ну, после этого, при выходе на пенсию, я еще даже немножко 2 года не вышла на пенсию, я стала работать в Видергебурте. Как только создался этот центр. На общественных началах, естественно. Вот. И так включилась в эту жизнь, и она пришлась мне по душе, потому что я по жизни все время должна что-то отдавать, кому-то помогать, кому-то что-то подсказать. И вот с этого времени, с 2005 года, я все время в обществе Видергебурте. Благодаря Светлане Георгиевне я стала еще и волонтером гуманитарным, оформляю документы, помогаю бабушкам оплатить счета и так далее. Нагрузка большая. Ну и как только я начала уже работать с Нейлей Ибрагимовной, у нас получилось все, друг друга понимаем. Я от этнического общества, от Видергебурте, в Совете матерей. Все, что мне по силам, я всегда делаю. Вот. Ну и поэтому считаю, что я определенный вклад в жизнь Казахстана и нашего Кокшетау внесла. Спасибо большое, Людмила Степановна. У меня еще несколько вопросов к вам. Как вы пришли в ассамблею и ваша роль? Ну, в ассамблею, опять же, я пришла из Видергебурта. Роль сначала я помалу с Зирой работала с прежним в Совете матерей, а потом, например, мы были в ассамблее Джамбула. Проводила я День памяти в 2015 году в здании политпросвещения, тоже у меня получилось нормально, хоть я волновалась очень сильно. Вот. Ну а в Джамбуле была такая у нас делегация, Гасман Тулигул, писатель, Кайджанов Ардак Кайджанович, историю преподает в институте. И я с общества польского была Суховицкая, вот, и была Наталья, это отдельный разговор, отдельно могу потом поговорить очень на это. И Маралка Жикеновна, она была тогда в секретариате здесь. Вот. Очень такое было обширное, потому что аж 5 дней было, кроме заседания было много. Открывали дом дружбы, дом досуга детей, в общем, аллею славы садили, аллею памяти, очень обширная. Оставила в душе большое впечатление. Вот. С того времени так и здесь я работаю постоянно. О том, какую внесла мне работа в ассамблее, честно говоря, от того, что я здесь работаю, я чувствую себя человеком. Я чувствую, что я живу, а не доживаю. Я думаю и надеюсь, что я определенный вклад в жизнь нашего города
и в жизнь Казахстана внесла своей деятельностью и тем, что я откликаюсь на все и всегда говорю, в единстве наше именно девиз такой, что единство, мир, толерантность. Мне нравится менталитет казахского народа, я всегда это подчеркиваю. И, может быть, нельзя здесь об этом говорить, но я все-таки скажу, что сколько бы я вот где ни была, такого народа, как в Казахстане, в принципе нет. А почему? Мы самые гостеприимные, самые мирные, дружественные. Через дверь мы разговаривать не будем. А тот народ, который всегда мир, дружбу как бы продвигает, он не умрет, он будет жить долго-долго. И вот независимость Казахстана, я надеюсь, будет и дальше. Спасибо. Что вы можете пожелать молодежи? Молодежи? Начну с простого. Я хочу, чтобы наша молодежь была здоровой, бодрой, спортивной, такой же доброжелательной, гостеприимной, желающей мира. Кроме этого, я хотела бы сказать, чтобы, или надеяться, чтобы вот это будущее поколение подхватило знамя нашего девиза вот, в единстве наша сила и несла его дальше. Чтобы молодежь и дальше была такой же, вот этот менталитет казахский оставила, сохранила, потому что нигде в мире нет такого, чтобы ты зашел в автобус и тебе уступали место. Только у нас. Ну, я не скажу про другие вот страны, Узбекистан, Киргизия, я там меньше была, не могу гарантировать. Но Россия, Украина, а тем более Литва, там этого нет в принципе. Вот. А я хочу, чтобы это осталось, чтобы наша молодежь поддерживала ассамблею, продолжала нашу мысль, что бир ел, бир тагдым. То есть один народ, одна страна. И у нас проживает больше, чем 130 национальностей. Но мы живем как одна семья. И я, во всяком случае, мне так кажется. Может, я в розовых очках, но мне так кажется. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Спасибо большое, Людмила Степановна, за ваше интервью. Было очень приятно. Желаю вам всего хорошего, мира и добра. Спасибо. Я вам того же желаю. Спасибо.